Мир вам, братья и сестры. Хотел такой стишок небольшой прочитать. К себе будь строг, и милостив будь к людям, и милосердный Бог об этом не забудет. Вот с Божьей помощью ножик очередной сделали. Нужно плотно, снимается одной рукой. У меня два вида ножей есть. Одни очень дорогие, а другие не очень дорогие. Вот это из не очень дорогих. Ну, а дешевых я не делаю, потому что возможностей нет таких. Чтобы дешевые ножи делать, нужно производство. Хотел, просят часто продукты показать, как режут. Вот хочу на хлебе показать. Ну, то есть это уже не первой свежести хлеб, как бы, но тем не менее даже вот такие вот тоненькие прям можно вот кусочки отрезать. Так, хлебушек уберем. И приступим к испытанию. Рук лося. И даже кусочки может отрезать. Ну, по всей длине пройдемся. Угол заточки здесь очень острый и без подводов практически. Так, рог по дереву работает. Кора. Вот удобно глубину строгания таким ножом регулировать. Ну и покажу вот такие вот вещи, например, можно делать как аккуратная выборка. И кончик тоже строгает хорошо прям. Ну, то есть я им даже резьбой по дереву занимался. Ножны, рукоятки. Такие резные делал когда-то одно время. Ну, не таким ножом, а поменьше. Ножны, когда делаю, тоже вот это вот выборки, вот эти вот все. Тоже им удобно очень. Да, ножны из можжевельника. Клинок всегда приятно пахнет. Значит, по дереву показал. Теперь вот покажу, как хвост коровий. Вот он у меня мокрый, я его всегда так в мокром виде обычно брею. Видно, да, вот кожа уже прям. Так. Вы так не повторяйте, у меня уже опыт просто. Вот так порезаться им очень легко. Примерно так. Вот, значит, рано или поздно затупится. Значит, для этого наждачку берете любую, ровный брусочек. Это то есть вот в походе где-то удобно, потому что минимум веса занимает. Не надо никаких станков таскать, не надо никаких углов удерживать. То есть поправить нож можно быстро и легко. Ну, лучше разные наждачки взять, например, 180 взять сначала, а потом там 500, например, 1000 и 2500. Вот тремя наждачками проходитесь по очереди. Сначала грубо, потом потоньше, потоньше. С обратной стороны немножко заусенчики как бы снимаете, и получается тут микроподвод такой образовывается, потому что если бы, ну, абсолютно был бы в ноль заточен, он бы быстро садился, а так нормально держит заточку. Вот, смазывать надо, такая смазка у нас продается, если надо, обращайтесь. Вот, сам клинок смазываете, чтобы не ржавел.
В ножнах есть отверстие для вентиляции клиночка. Я не знаю, будет видно, нет, короче, ну, может, увидите. Вот. И ножны тоже этой же смазкой смазываете. Они вот микроранки такие вот, например, вот я отпечаток пальца срезал, недавно получилось случайно. Режет, кстати, совсем не больно. И он такие вот ранки, он заживляет хорошо, это смазочкой. Там такого ничего нет, там вазелиновое масло, керосин и скипидар в определенных пропорциях смешано. И, в принципе, это аналог баллистола. Если надо, обращайтесь. Вот, и если будет очень туго выниматься из ножен, просто берете вот наждачку такую вот, в данном случае 180, ну, она, в принципе, нормально будет. И пальчиком внутри вот так вот устья ножен подтачиваете. Подтачиваете, потом выбиваете, выдуваете стружку и примеряете. Чтобы не переусердствовать, чтобы нож не болтался, не упадал, и в то же время легко вынимался. Предварительно, конечно, лучше сначала высушить хорошо, и после того, как вы обработали и подогнали, когда у вас нож приемлемо вынимается, ходит и выходит как бы хорошо, то тогда, короче, уже берете его и смазываете, обильно пропитываете вот этой смазочкой. В общем, всего самого доброго. До свидания.